Северная Осетия отметила 160-летие Костахи Тагурова. И к чему приурочен концерт в Беслане, расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. Все творчество Костахи Тагурова является предметом гордости для каждого человека, который считает себя цивилизованным человеком. Важная и значимая дата для Осетии и осетин. 160 лет со дня рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. Как подготовились к празднику и где еще эхом отозвалась бессмертная поэзия Коста. Это советский интеллигент. От учителя сельской школы до первого президента Северной Осетии сегодня исполнилось бы 90 лет со дня рождения Ахсарбека Галазова. Каким запомнили его друзья, соратники и родные. Творческий коллектив телеканала «Осетия» и «Рыштон» готовится к новому сезону. Проекты о медицине, бизнесе и кулинарии. Программ больше, качество выше. Какие еще сюрпризы ждут зрителей? В Северной Осетии отмечают 160-летие со дня рождения выдающегося осетинского поэта, драматурга, основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. Мероприятия начались во Владикавказе с возложения цветов к надгробию поэта в пантеоне Осетинской церкви. В церемонии принял участие глава республики Вячеслав Битаров, представители интеллигенции, школьники, студенты. Это душа народа. А общение с душой всегда бывает волнительным событием. И каждый раз, когда наступает не обязательно круглый юбилей, обычный год 15 октября, душа Осетии наполняется гордостью и возвышенными чувствами, потому что поэзия Костахи Тагурова, все творчество Костахи Тагурова является предметом гордости для каждого человека. Живые цветы легли сегодня и к памятнику Коста на Театральной площади. О слове, которое стало голосом народа и не теряет актуальности, и сегодня говорили писатели-актеры, все, кого объединило творчество поэта. Илбаздухо Бритаев, первый драматург, сказал такие слова: «Придет время, и имя Костахи Тагурова в каждом осетинском доме будет как свет, лампада». Это время пришло. Когда мы говорим «Коста», мы говорим что-то светлое. Центром праздника стал Нар. На родине Коста прошел настоящий литературно-фольклорный фестиваль. Развернулись национальные подворья. Гостям рассказали о предметах быта, угостили национальными блюдами. Для участников организовали мастер-класс по шитью и вышивке, плетению национальных платков. В Нар приехали делегации из соседних республик. Гостей праздника поприветствовали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. К празднику в Наре мы вернемся чуть позже. Подробно о том, какие прошли мероприятия, чем запомнится юбилейный год Коста, расскажут мои коллеги из осетинской редакции. Акции, посвященные 160-летию со дня рождения Костахи Тагурова, проходят и в интернет-пространстве. Проект «Читаем Коста» набирает тысячи восхищенных комментариев, а к поэтическому движению присоединяются представители разных стран мира и национальностей. Завещание Коста читают на 108 языках. Люди разных возрастов и выкладывают в Инстаграм на страницу Национальной научной библиотеки. Каждый год новый чтец, новая страница в виртуальной книге. Сигноми Антонихо апотолигмому акушисто трагодимум. Let someone whose heart has not suffered sing a more joyful refrain. Le cœur sans douleur, ton chant a du bout. Mais si envers mon peuple. لكن إن كان ولا بد أن أدفع الدين للبشرية لكنت غنيت بطريقة أخرى. И создать виртуальную книгу принадлежит заместителю директора Национальной научной библиотеки Ирине Бибоевой. Коллектив сотрудничает с переводчиками из разных стран. Стихотворение «Завещание» переведено на 108 языков и напечатано в миниатюрном издании. К 160-летию поэта вышла 3-я книга.
Учитель от Бога, интеллигент, патриот своей страны. Таким запомнили в Осетии Ахсарбека Хаджимурзаевича Галазова. 15 октября исполняется 90 лет со дня рождения первого президента Северной Осетии Ахсарбека Галазова. Он был человеком, который совмещал в себе силу и мудрость, доброту и справедливость. Его главным оружием было слово. Это слово и сегодня эхом отзывается в сердцах его многочисленных коллег, друзей, учеников и родных. О человеке, который прошел путь от сельского учителя до руководителя республики. Марат Гогаев. Его слушали, затаив дыхание, внимательный, харизматичный, с необыкновенным тембром голоса. Так характеризует Ахсарбека Галазова все, кто его знал. Большой патриот своей малой родины. Для этого дед, как многие звали его в республике, совсем не жалел сил. Родился Ахсарбек Галазов 15 октября 1929 года в селении Хумалак. Он один из тех, кто вошел в историю как ребенок войны. Это они, голодные, босоногие, вместе с оставшимися в тылу стариками, помогали стране одержать победу. Он был очень волевой, дисциплинированный человек с чувством юмора, которое, наверное, позволяло ему какие-то самые сложные ситуации проходить. Ну и потом он был очень закаленный человек, наверное, той жизнью трудной, которая была в детстве, там вообще привычка работать и выкладываться на работе. Ахсарбек Галазов хорошо знал историю своего народа, его традиции, обычаи и культуру. Необыкновенно любил творчество Коста, прекрасно знал его литературное наследие. Читал наизусть Ирон Фандер, с гордостью говорил о том, что родился в один день с основоположником осетинской литературы. Прекрасно знал и русскую литературу. На рабочем столе Ахсарбека Хаджимурзаевича всегда лежали томики Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Гамзатова. Это советский интеллигент, не просто романтик, читающий всю художественную литературу, а человек, знающий нужды страны и понявший нужды республики. Жизненный путь Ахсарбека Хаджимурзаевича от сельского учителя до первого президента Северной Осетии был нелегким. Завуч Хумалакской школы становится министром просвещения республики, затем заместителем председателя Совета министров, а потом ректор крупнейшего на Северном Кавказе Северо-Остинского госуниверситета. А уже на крутом повороте истории он первый секретарь обкома КПСС, председатель Верховного Совета Республики и, наконец, в 1994 году одержал победу на президентских выборах в Северной Осетии. Это пример небывалой целеустремленности, патриотизма и преданности своему делу. Ельцин его уважал всегда, говорит: Ахсарбек, ты у нас магикан последний на Северном Кавказе. И он прислушивался к нему. Прислушивался по национальным вопросам, по политической ситуации на Северном Кавказе. Вот эта ценность. Когда мы выходили, день города, день республики, и шли по проспекту, и шла толпа всегда, встречала президента, он мог и танцевать, он мог остановиться, говорить, он рассказать. Он настолько был объективен по отношению к людям, что сегодняшние, будем говорить, времена, которые в других регионах я вижу, как все это происходит, они далеки. Ахсарбек Галазов вступил в должность президента в крайне сложный для Осетии период. Ситуация в пригородном районе, не лишенной проблемы грузино-остинских отношений. Ахсарбек Галазов принимает республику, переполненную беженцами. Стремительно ухудшается социально-экономическое положение. Одновременно набирает силу общероссийский политический кризис. Когда ты принимаешь республику, когда большая страна разваливается, и в большой стране делают все, что хочется, и очень многие субъекты же взяли и рванули по этому же пути. И тогда появилось знаменитое выражение «парад суверенитетов». Надо было уметь отказаться от кондовости прежней советской и не превратиться в нового хищного капиталиста. Он потому и первый, что он создал основу тех достижений, которые у нас, нравится это кому-то или не нравится, они у нас есть. Мудрое, всегда твердое слово политика звучало со всех трибун, эхом отзывалось в Кремле.
К авторитетному мнению президента Маленькой Осетии прислушивались. Ахсарбек Галазов неоднократно был гостем популярных политических программ, выходивших в эфир на центральном телевидении. Вопросов даже самых каверзных не боялся, а Кавказ, получивший тогда статус горячей точки, отстаивал как стратегически важный для России регион с богатыми историческими и культурными корнями. Кавказ никогда не жил в отрыве от России, и Россия не имеет права покидать Кавказ. Кавказ рассматривали как единое целое. Представьте себе, например, такое величайшее планетарное явление, как Александр Сергеевич Пушкин, без кавказской темы. Слово было его главным оружием. В Осетии знали, если Ахсарбек Галазов сказал, значит будет сделано. Пророческими стали и эти. Мне совершенно ясно, что этот кубок получит сильнейший. 1995 год. В Северной Осетии настоящая футбольная лихорадка. «Спартак» Алания – чемпион России. Во многом благодаря поддержке Ахсарбека Галазова. Все делал для того, чтобы в Осетии был футбол. И поэтому в 90-м году мы вышли в высшую лигу, дважды становились вице-чемпионами, а в 95-м году уже стали чемпионами. Столько людей тогда объединял футбол. В период его правления спорт в России становится по-настоящему массовым. Вместе с Остинской футбольной школой развиваются и другие виды спорта. Я думаю, что повезло и Ивану Ярыгину, и Борису Кулаеву, что я не пошел по этому виду спорта. Так бы я посмотрел, какими они были чемпионами. 38 лет в народном образовании, 4 года на посту президента республики. На закате своей карьеры Ахсарбек Галазов твердо заявил: успел сделать многое. Марат Гугаев, Алана Томаева, Чермен Цураев, Заур Кодзаев. Новости Осетии. Медучреждения подведомственные РКБ обеспечили бесперебойной подачей электроэнергии. На территории больницы открыли собственную теплоэлектростанцию. Она работает автономно, и даже в случае отключения света во всем городе учреждения больницы будут запитаны. Технические параметры электроподстанции изучил Николас Джоев. Символическая красная ленточка и золотые ножницы. На территории Республиканской клинической больницы запущена новая теплоэлектростанция. Мощная, экологически безопасная и экономичная. Литровый двигатель весом более 50 тонн. Его мощности хватит, чтобы обеспечить теплом электричеством целый микрорайон города. Теплоэлектростанция обеспечит электроснабжением 9 медицинских учреждений, которые расположены на территории РКБ, в том числе станцию переливания крови. Там находится банк крови, который состоит из десятков холодильных установок. Для их работы необходима бесперебойная подача электричества в больших объемах. Они нам предлагают 1 киловатт по стоимости 2,70. 2 рубля 70. До них у нас был единственный монополист, Севкавказэнерго, поставщик электроэнергии, и у них тариф в 2,5 раза больше, то есть 6,60. Ну, сами можете предположить, что почти в 2,5 раза у нас сократятся наши расходы. Мощность теплоэлектростанции 2 мегаватт. На территории РКБ обновили и систему подачи электричества. Инвесторам здесь построена новая трансформаторная подстанция параллельная. И здесь можно сказать, что с применением, с реализацией этой программы, установкой электростанции газопоршневой, мы степень надежности увеличили. Стоимость модуля теплоэлектростанции превышает 80 миллионов рублей. Оборудование немецкого производства. Его работа рассчитана на 30 лет. Деньги, которые медучреждение сэкономит, будут направлены на лечение пациентов. Николас Джиов, Игорь Войцховский. Новости Осетии. В эти минуты в Беслане проходит уже ставший традиционным благотворительный концерт с участием звезд Авторадио. В Северную Осетию делегация приезжает с 2004 года. Таким образом, артисты эстрады решили поддержать жителей Беслана, переживших теракт. С каждым годом к акции присоединяется все больше новых артистов. В эти минуты в Беслане работает моя коллега Алана Томаева. Она выходит на прямую связь со студией и готова поделиться подробностями. Алана, здравствуй. Расскажи об атмосфере и как в Беслане встретили звезд. Мы приносим свои извинения, мы работаем в прямом эфире, связь с корреспондентом потеряна, мы вернемся к этой теме чуть-чуть попозже.
Гостей встретили очень тепло. В Беслане проходит уже традиционный концерт, организованный Авторадио. И делегация приезжает 16 лет подряд. И практически каждый раз Авторадио устраивает бесплатный концерт для жителей Беслана. В этот раз состав делегации рекордный. Больше 20 человек, в том числе известные эстрадные певцы Денис Клявер, Александр Шевченко, группа «Город 313». Перед началом концерта мы пообщались с Родионом Газмановым. Он тоже в составе делегации сегодня прилетел в республику. Певец поделился с нами своими впечатлениями. Давайте послушаем. Место встречи уже много лет не меняется. Аэропорт Владикавказа. После сразу в город Ангелов, чтобы возложить цветы к памятникам жертв страшного теракта и бойцам спецподразделений, которые погибли при спасении детей. Гости признаются, быть здесь очень важно. Часто какие-то в нашей жизни, особенно сейчас, суетливой, в чем-то себя жалеешь или за что-то переживаешь, из-за каких-то там, на самом деле, мелочей и вообще пустых вещей. И когда оказываешься здесь, понимаешь, что все, что происходит вокруг тебя, это вообще ничто. Что самое бесценное – это дар, это жить, наслаждаться этой жизнью полной грудью. Уже 16 лет делегация Авторадио приезжает в Беслан. В этом году число гостей рекордное – более 20 человек. Кто-то здесь впервые, но большинство приезжают не в первый раз. Второй пункт поездки обязательный – разрушенная школа. Эмоции после увиденного здесь гости просто не могут описать словами. Ой, вообще так чуть тяжело говорить. Верим, что все погибшие с Богом. Делегация Авторадио приезжает не просто почтить память. Стараются из раза в раз чем-то помочь республике. 2 года назад выступили спонсорами росписи алтарной преграды храма Воскресения Христова во дворе Бесланской школы. Роспись алтарной преграды уже закончили. Это традиционный сюжет крещения и воскресения Христа. Роспись уникально выполнена на сырой извести с использованием натуральных красок. Сейчас работы по отделке самого храма продолжаются. В 2004 году Авторадио организовало автопробег «Ради жизни». Его участники побывали в разных городах страны, от Владивостока до Москвы. В Беслан привезли землю из всех городов-участников акции, а в центре города посадили русскую березу, как символ сострадания и поддержки. Рядом с деревом мемориальная скульптура, раскрытая книга. В ней записаны названия городов-участников автопробега. И там вот где оператор стоит, ребята, там все выстраиваются. Генеральный директор «Газпром Медиарадио» Юрий Костин делится. Когда впервые попал в Беслан, не подозревал, что этот город станет для него таким родным. Говорит, желающих приезжать в республику становится с каждым годом все больше, и это очень важно. Если бы все захотели, кто хочет посетить Беслан, из тех, кто работает на всю территорию там, России, вещая наши программы, то, наверное, здесь было бы 150-300 человек. Может быть и больше. Но мы, к сожалению, не можем всех привести, потому что для нас, для нашей компании и для всего там холдинга, и, наверное, для всех наших друзей, для всех наших семей, эта история стала частью нашей жизни. Уже ее никак не стереть. Представители делегации ответили сегодня на вопросы журналистов. По словам генерального директора «Газпром Медиарадио» Юрия Костина, строительство храма – важная задача. Роспись алтарной преграды завершилась, но в храме осталось много работ. Руководитель холдинга надеется, что для завершения стройки найдутся неравнодушные спонсоры. И мне очень хочется, чтобы, если кто-то услышит сейчас мои слова, чтобы обратили внимание на этот храм, на территории, чтобы помогли. Что самое главное, что мы сделали, мы показали, что Беслан и что Осетия не в одиночестве, что вся Россия стоит за Бесланом. Представители Авторадио говорят, будут приезжать, пока есть силы и возможности, потому что уже не могут иначе. Трагедия, которая случилась в Беслане, стала для них слишком личной, а жители Северной Осетии уже как семья, а с семьей не расстаются. Алана Томаева, Заур Кодзаев, Новости Осетии. Нам удалось связаться с нашим корреспондентом Аланой Томаевой. Она работает на концерте в Беслане с участием звезд Авторадио. Алана, расскажи, как атмосфера и как встретили наших гостей? Спасибо большое! Да, Лен, гостей встретили очень тепло. Вот вы слышали аплодисменты за моей спиной. Сегодня в Беслане проходит уже традиционный концерт Авторадио. Делегация приезжает в республику 16 лет подряд, и практически каждый год они устраивают
Вот такой благотворительный бесплатный концерт для жителей города Беслана. Вот вы видите, тут такая очень теплая дружеская атмосфера. В этот раз состав делегации рекордный, больше 20 человек приехали в республику для того, чтобы принять участие в ежегодной уже традиции. В том числе известные эстрадные певцы, это Денис Клявер, Александр Шевченко, группа «Город 312». Перед началом концерта мы пообщались с Родионом Газмановым. Он также приехал в республику в составе делегации. Давайте послушаем его впечатления о сегодняшнем дне и сегодняшнем концерте. У вас очень красивые горы и очень хорошие люди. Поэтому я всегда рад сюда возвращаться, и не только вместе с нашим десантом, хотя это отдельное удовольствие, такие люди ездят, но и я отдельно тоже пару раз приезжал, так что у вас здорово, у вас хорошо, у вас очень гостеприимно здесь живут прекрасные люди. С того, что почтили память народного артиста России Алексея Булдакова. Он в составе делегации на протяжении многих лет приезжал в республику, но в апреле этого года его не стало, и вот первая песня этого концерта была посвящена именно ему. Вообще концерты Авторадио пользуются большой популярностью у жителей Беслана. Они всегда с удовольствием приходят сюда с семьями. На самом деле многие жители республики приезжают с разных городов и сел для того, чтобы принять участие в концерте, послушать своих любимых исполнителей. Мы пообщались с жителями Беслана. Давайте послушаем их впечатления о концерте. Мы очень рады, что у нас вот каждый ежегодный благотворительный концерт наших известных артистов. И, конечно же, спасибо организации Беслана за то, что собрали весь Беслан, весь народ, мирный, дружный народ Беслана. Концерт продлится еще несколько часов, но делегация заверила нас, что традиции нарушать не планируют, и в следующем году обязательно приедут в республику снова. На этом у меня все. Лена. На самом деле атмосфера потрясающая. Алана, спасибо большое, но мы продолжаем наш выпуск. Сегодня Международный день белой трости. Дата учреждена Международной федерацией слепых, чтобы привлечь внимание общественности к незрячим людям. Многие десятилетия белая трость была главным помощником незрячих людей, помогая им ориентироваться в пространстве. Со временем появились новые технические устройства. Сегодня незрячие и слабовидящие люди могут наравне с другими вести активный образ жизни. Многие трудятся на производстве, занимаются творчеством, получают образование. Техническими средствами реабилитации незрячих людей обеспечивает региональный фонд социального страхования. Среди предметов первой необходимости – речевые тонометры, тактильные трости, говорящие книги. Оплачивает фонд расходы на изготовление протезов глазного яблока. Ни один из обратившихся к нам с 1 января до сегодняшнего дня, которые уже обратились, их около 400. Мы обеспечили всех уже теми или другими техническими средствами реабилитации. Кто еще не получил, естественно, они стоят в очереди, и мы им выдадим то, что им нужно будет. Телеканал «Осетия и Рыштон» готовится к новому сезону. В эфир выходит более 20 новых проектов. Разнообразная тематика, удивительные гости, интересные судьбы. Горящие споры в прямом эфире, путешествия по родному краю, бизнес, медицина, культура и спорт. Для каждого проекта найдется свой зритель, уверены мои коллеги. В горячие цеха и творческие мастерские заглянула Марина Караева. Каждый раз, как в первый, творческий коллектив телеканала «Осетия и Рыштон» готовится к новому сезону. В редакциях активное обсуждение, в монтажных очередь. Задача неизменна – удивить, порадовать, привлечь, удержать зрителя. Меняется не только программа передач, но и время выхода в эфир. Уже полюбившаяся многим программа «Канарейки» теперь «Ранние пташки». У программы новый формат – 3 раза в неделю на русском языке. Один из них для детской аудитории. И 2 эфира на осетинском под названием «Шоу-Марай-Шоу». Это вот какой-то симбиоз тех канарей, которые мы уже видели днем, да, дневное шоу. Ну и добавляются туда какие-то уже более утренние форматы, утренние сюжеты. Вот все то, что нам нужно, когда мы просыпаемся, включаем телевизор, что мы хотим увидеть, услышать, когда мы собираемся на работу, в школу. Ну вот такой какой-то
позитивный настрой на весь день. С первого дня в эфире программа «Добрый вечер, Осетия». Теперь ее заменит новая вечерняя смена. Каждый день ведущий с гостями программы обсуждает актуальные проблемы. Программа и на осетинском языке, и жарырат. Передач на осетинском языке в новом сезоне еще больше. В общей сложности на суд зрителя представят более 20 проектов. Программы будут выходить и на дегорском диалекте. Те программы, которые появятся на осетинском языке, мы сейчас о них говорить не будем, потому что сохраним интригу. Но могу сказать, что они будут познавательные, социальные. Планируем мы запустить образовательный проект в том числе. Но с этим чуть-чуть повременим. Чуть позже будет известно, что именно увидит наш зритель. А мы все-таки немного приоткроем завесу и посмотрим, что же такого интересного происходит в студиях. Сейчас идет запись нового проекта «Андахта». Авторы долго думали над названием. И только после общения с героями поняли, как много рядом людей, судьбы которых переплетены как нити. Наши зрители в этом сезоне станут свидетелями удивительных историй. Контент увеличивается, качество улучшается. К уже полюбившимся «Вокзал для двоих», «Ирон Нива» и «Хочу в Осетию» добавится новая тревел-программа «Путешествие Стенатин». Корреспондент расскажет о бытии и культуре соседних республик. По словам автора, главная цель проекта – развеять стереотипы о Кавказе и показать, найти друзей можно в любой точке мира. Не случайно наше путешествие начинается именно здесь. Мечеть в сердце Чечни – символ возрождения города и новой жизни. Еще один новый интересный проект «Дело мастера». Он о людях рабочих профессий. Инженеры, зоотехники, агрономы – все, кто внес вклад в развитие нашей республики и о которых должны знать. Например, первым нашим героем стал житель селения Джамара, который сам сконструировал и создал, он работает, гидроэлектростанцию. Вот. Выбор неспроста пал, потому что такие люди уникальные, о них должны знать зрители, они должны знать все. К новым открытиям коллектив идет не торопясь, но твердыми шагами. У зрителей уже есть возможность оценить новые программы. В эфир вышла программа «Улица» с Инной Макиевой. Готовятся и к юбилею Победы. Каждый месяц 9 числа на ТВ сюжеты, гости и разные программы на военную тематику. В этом сезоне зрители вновь увидят проект «Стулья». Ведущие Ольга Абаева и Кирика. Гости программы – блогеры, дизайнеры и музыканты. Именно сидя на этих стульях, творческие люди будут делиться своими интересными историями. Запланированы новые проекты о медицине, бизнесе и кулинарии. Новшества и в новостных выпусках и информационной программе «Ахам Хабарта». Оперативно, интересно, актуально. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки в эфире телеканал «Осетия и Рештон». Мы делаем национальное телевидение. Марина Караева, Лан Суанов, Диана Кабалотти. Новости Осетии. На этом моя часть выпуска завершена. Передаю слово своей коллеге из Остинской редакции Сабине Пелевой. Сабина, добрый вечер. Бужныг Елена Ахам Хабарта дәрсәттәшті. Ирон литература Бандурова раджиномул шайрак мазал табуна сыдышты ярай гуранқау нары Ахам ама андер Хабарта тыхайгыт сылфаштыдыр ныртавал реклама.